Самыми актуальными для родителей, детей, педагогов и всех, кто вовлечен в учебный процесс сегодня, стали вопросы, в каком режиме начнется учебный год в школах Якутии, что нужно знать школьникам и их родителям, с какого времени дошкольники пойдут в детские сады. Эти вопросы мы зададим напрямую. Гость программы – министр образования и науки региона Михаил Сивцев. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Так все-таки в каком режиме начнется новый учебный год в наших школах? Новый учебный год начнется с 1 сентября в очной форме, как в садиках, так и в школах. Но здесь хочется, конечно, отметить о том, что у нас есть территории, где имеются случаи заражения коронавирусной инфекцией. Это особенности нашей республики. Есть у нас образовательные организации, которые имеют большое количество обучающихся в одном класс-комплекте. Поэтому, конечно, дифференцированный подход, он имеет место быть. О чем я говорю? Только что на заседании оперативного штаба республики было принято решение об организации учебного процесса в населенных пунктах свыше 5000, численностью свыше 5000 человек, в том числе на территории городского округа город Якутск. Вот в случае необходимости организовать учебный процесс для начальных классов, то есть с 1 по 4 классы, в очной форме, не разделяя их на подгруппы. Для 3-4 классов допускается применение дистанционных образовательных технологий по отдельным предметам. Для 9-11 классов организация учебного процесса рекомендуется в очной форме, не разделяя на подгруппы по основным учебным предметам. По остальным учебным предметам образовательные организации, то есть школы, организуют занятия с применением дистанционных образовательных технологий. Для учащихся 5, 6, 7, 8, 10 классов учебный процесс рекомендуется организовать преимущественно с применением дистанционных образовательных технологий. Но если 5, 6, 7, 8, 10 классы будут посещать образовательную организацию, то следует классы делить на подгруппы. Все это, в принципе, реально. Наши школы готовы реализовать данную модель. Решения будут принимать непосредственно руководители наших муниципальных образований, то есть главы районов и городских округов. Что следует здесь, конечно, всегда помнить? Это необходимость проведения обязательного фильтра при входе в образовательную организацию с применением бесконтактных термометров и определения лиц, которые имеют отклонение по состоянию здоровья, то есть, если есть случаи, превышающие норму по температуре тела, то следует оперативно принимать решение по отстранению данного ребенка от занятий, либо учителя. Второе. Здесь мы обязательно должны соблюдать в том числе меры безопасности, то есть профилактики заболеваний, периодически обеззараживать помещения образовательных организаций, проводить дезинфекцию. Здесь еще особенностью будет являться то, что уроки начнутся в разное время, необходимо разводить потоки. Определенные классы могут начинать учебные занятия с 8 часов, вторая группа детей, то есть поток, может начинать в 8:30, и третий поток, третья подгруппа в 9 часов. Вот такие меры позволят снизить количество одновременно пребывающих в образовательной организации и находящихся в коридоре. Также дополнительно рекомендуется использовать разные входы в образовательную организацию. Об этом тоже мы с директорами, с руководителями образовательных организаций проговорили. Новые реалии привели к необходимости создавать несколько иные условия для учителей. Созданы ли они сегодня? И касаемо дистанционного обучения, будем честны, весной с ним все же возникали трудности. Насколько удалось нарастить за лето обеспеченность техническими средствами связи, ну и в принципе вообще наладить процесс дистанционного обучения?
Ту модель, которую я только что вот озвучил, мы говорим для населенных пунктов с численностью населения свыше 5000 человек. Таких у нас 27 населенных пунктов. Все населенные пункты обеспечены скоростным интернетом, то есть имеется оптоволокно. Есть по несколько сотовых операторов. Таким образом, технически, в принципе, вот эти населенные пункты готовы организовать обучение с применением дистанционных технологий. Конечно, есть у нас населенные пункты, которые также готовы использовать дистанционные образовательные технологии, но это все будет приниматься решение, исходя из той конкретной реальной ситуации, которая есть у нас на местах. Куда мы двигаемся? Да, действительно, мы совершенствовали методику организации учебного процесса за летний период. Вчера у нас завершилось августовское совещание, где ключевой темой как раз была организация учебного процесса в новых условиях и применение дистанционных цифровых технологий при организации учебного процесса. Как и когда начнется учебный год в среднепрофессиональных и высших учебных заведениях? О них мы еще не упомянули. 1 сентября учебный год начинается во всех образовательных организациях. Средние профессиональные образовательные организации планируют учебный год в очной форме, то есть с посещением образовательной организации для первокурсников, для вторых, третьих, и там, если есть выпускные отдельные курсы, то для них учебный процесс планируется начать в смешанной, преимущественно в дистанционной форме. Если мы видим, что у нас по графику стоит практика, например, в октябре, то в этих образовательных организациях сдвинуты практики на сентябрь. Михаил Петрович, не у всех студентов и у абитуриентов, особенно тех, кто приезжает в столицу из районов, есть собственное жилье. Какие нормативы и требования по заселению в общежитие в этом учебном году существуют? Мы в общежитие заселяем, но заселение будет происходить согласно тому распределению комнат, для того, чтобы все-таки мы разделили потоки заселяющих по комнатам, по этажам, для того, чтобы минимизировался контакт между детьми и между студентами. Родителей с маленькими детьми, конечно, волнует вопрос, когда начнут работать детские сады и также в каком режиме они начнут свою работу. Детские сады начнут работать в обычном режиме с 1 сентября, преимущественно все детские сады. Здесь, безусловно, будут, конечно, проведены мероприятия по утреннему фильтру. Это то же самое мероприятие термометрия посетителей и наблюдение за нашими детишками. На что нужно обратить внимание родителям при подготовке детей к новому учебному году? Как проходить медосмотр, вакцинацию и, конечно же, как обеспечить правильный психологический настрой у ребенка? Это самая важная и ключевая тема нашего нового учебного года и новых реалий. В первую очередь родителям я обращаюсь с просьбой не отправлять детей с любыми признаками респираторных заболеваний в образовательную организацию, будь это садик, будь это школа, либо колледж, чтобы не допустить определенную вспышку внутри образовательной организации, то есть в коллективе. Второе, соблюдать меры профилактики, чаще мыть руки. В общественных местах рекомендуется носить маски, средства индивидуальной защиты. Об этом прошу больше рассказывать детям, для того, чтобы новый тип мышления, поведения сформировался у наших детей. Михаил Петрович, и в канун 1 сентября вы сейчас можете обратиться к преподавателям, родителям, школьникам, студентам. Дорогие наши учителя, родители, наши дети, мы все-таки ждем начала учебного года. Этот учебный год в действительности выдался особенным.
как и в продолжение прошлого учебного года. Мы должны обеспечить безопасные условия для всех наших граждан. Для этого прошу вас обязательно соблюдать все меры безопасности, выполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике заболеваний. Второе, конечно, мы начнем учебный год для того, чтобы мы получали качественные знания, чтобы наши дети получали качественные знания. И этот год у нас не будет каким-то другим с точки зрения качества образования. Мы хотим, чтобы вы пришли к нам с большим, с хорошим настроем на освоение наших образовательных программ. Напомню нашим телезрителям, что гостем программы сегодня был министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев. Мы обсудили начало учебного года. Михаил Петрович, спасибо за беседу. Всего вам доброго и удачи. Спасибо. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем телеканале.